Демонтаж так называемых засидок, подготовленных браконьерами для проведения незаконной охоты, дело привычное для сотрудников Госохотнадзора. Провести рейдовое мероприятие по охотничьему хозяйству в Сунжинском районе здесь призвали 16 егерей, в том числе и охотоведы, среди которых и Магомед Бесаев. По его словам, некоторые жители под предлогом защиты урожая от диких животных самостоятельно ведут отстрел зверей, когда можно принять меры, не нарушая закон. Прежде чем это соорудить, они должны прийти, написать заявление, поставить известность Госохотнадзор, руководителей, что у них в данном территории есть такие поля, им наносится ущерб, чтобы приняли меры по сохранению их урожая. Но сегодня в стоящем положении нам приходится то, что они орудовали, вот так вот выходить своими силами, это уничтожать и предупреждать их, что нельзя вот такое вот делать и допускать этого. Капканы и так называемые петли рассчитаны в основном на кабана, но нередко от рук браконьеров страдает и косолапый. Шкура медведя, ровно как и его жир, высоко ценится среди клиентов этих преступных деятелей. Дикие животные уже успели здесь проложить свою тропу, передвигаясь по этим местам практически каждую ночь. Сами того не зная, они стали лакомым кусочком для браконьеров. Может, и медведь будет здесь ходить. Здесь корм было, сейчас уже корм убрали, эти кукурузу убрали. Но все равно зверь будет ходить по своим местам, где он кормился ночью. Вот по этой тропе они поднимаются, вот дерево, вот, да, они завязывают тросик, ставят две маленькие палочки, чтобы она не упала, тросик. И вот когда морда, кот наш белорицын, он обычно юхмачуали, замыверти сак. Ныне охотовед, а в прошлом егерь с 30-летним стажем охраны неприкосновенного запаса России. Абона Костоев уже наперед определяет, какие местности могут быть привлекательными для нарушителей. Вот ГАИ, цыгана, прямо на тропе надо ставить петля. Да, вот примерно, где тропа би, вот 20 сантиметров примерно от земли, поднятый от земли. Вот так объем, высота, чтобы залезть до чуть-чуть. Вот и он проходит и натягивает трос. Вот и штамдес. Непростая профессия егеря подразумевает постоянные обходы всего хозяйства, а это 119 тысяч гектаров охотничьих угодий. Мест живописных, в то же время по прихоти природы труднодоступных и извилистых. Неизменный помощник и транспорт в таком лесу для егеря – это лошадь. Отсутствие такового сказывается и в оперативности, и в поимке нарушителя. Буквально 2 дня тому назад хранился цей обход, цей участки. Я режу алхстир бытха, бужичи галашки борьбы. Вот цей ноост везживал, саксавалиши валхати обход его. Сани обход редко марят. Совместно с егерями его. Такая природогубительная деятельность серьезно ударит по карману нарушителя. Так, согласно статье 258 УК РФ, незаконная охота браконьеру грозит штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Ну а наказание за то же деяние, но с использованием служебного положения, может напрочь отбить желание заниматься браконьерством. Ведь штраф достигает до 1 миллиона рублей. Жадат Хулхоева, Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.